К цифре 7, вот среди эпических чисел ингушей можно отметить, да, цифры 3, вот очень часто, да, 9, 12, 63. И среди них видное место занимает в том числе и число 7. Вот, например, есть такое древнее пожелание. Вот, например, у ингушей кто-то женился, и пришла молодая в дом, да. Ну, приходят родственники, ну, те, кто, может быть, вовремя пришел на свадьбе, там одни пожелания. Если, например, чуть-чуть позже пришли другие родственники, да, поздравить там молодых, там невесту там увидеть. И всегда вот такой аламитул алаз, вот по-ингушски это называется лоусбахтер, да, вот пожелание сделать, доброе, благое пожелание. И всегда говорили, наши древние, вот это пожелание, оно сегодня часто его не используют. Вор дизелхуача фярилды, нусхолшин унах. То есть, что это обозначает? Это вот дословный перевод, чтобы из этой прошедшей невесты стал член семьи, который обеспечит для своих 7 будущих детей фярл. Фярл это что такое? Вот в ингушском вот, лексиконе. Конечно, если сегодня все словари перечитать, там этого объяснения вы не найдете. Это не выдумка Бузуртанова, и не беда, и не моя вина, что этого нету, понимаете? У нас же с фонемой Ф слов-то, помните, я вам называл, то 4 было, то 12, то по нарастающей в словарях, да? А живой разговорной речи-то их было сотни и сотни. Вот этот фярл, это слово, что обозначает? Это не только родить. Фяр – это благо в этой жизни. Кабл – это мял – это благо в будущем. Вот, ну, в каком-то, или в ближнем будущем, или на том себе мял. А фяр – это благо вот в этой жизни. Вот этот фяр, фярлди, да, вот фярлди, нусхол, это значит, чтобы она родила детей здоровыми, чтобы они выросли, и чтобы они свою, вот как вот эта невеста пришла в этот дом, чтобы они какую-то семью свою построили. Вот этот законченный цикл, вот это и есть фярл. Не просто фяр, а фярл. Вот это пожелание, это от них стариков слышал один раз. И потом, когда спросил, они мне объяснили вот так. Это что, давно, это давно еще. Дал вор дизель хочем фярлде, ну схолона алшант. То есть пожелание такое было, чтобы она обеспечила, говорит, фярл для 7 своих наследников. Да. Ну, конечно, у нас не уточнялось там пацанов, там вот у осетин было такое же пожелание, там говорили 7 пацанов там и девку, да. Вот насколько я помню. А у нас, говорю, для 7 там, наследник, может пацаны быть, может девчонки, но чтобы у них тоже потом, вот как глубоко, как далеко идущее слово, да, чтобы она не только их родила, чтобы она их здоровыми вырастила и обеспечила путь свою жизнь, там, или замуж выдала, или женила. Ну, сильно, да, вот в одном слове очень сильный смысл, да. Будущий цикл, чтобы обеспечился для 7 от одной прошедшей в дом. Вот это связано с числом 7. В некоторых культурах это число олицетворяет и совершенство, и благословение, и исполнение. Вот суммы священных чисел 3 плюс 4, ну, в итоге 7, да? Во многих регионах оно соответствует координатам пространства. 4 стороны света, там, ум, здоровье, свет, тогда 7 цветов радуги, да? Звуковой диапазон, да? До, ре, ми, фа, соль, там 7, да? А потом на 8 уже опять. Число дней недели, пороговое число возможности восприятия человеком множества предметов одновременно, да? А в итоге это актуальное священное значение Кавказа, где всегда знали, что все 7 небес имеют свое предназначение, свой свет, свое качество. Ну, это у многих народов. Вот у ингушей было еще знание о 12 планетах. Вот в чем хитрость. Да. Конечно, сегодня нам кажется это, ну, таким выдуманным, да. Но такое дело было.